Ильшат Ильдусович, здравствуйте. Здравствуйте. Тему сельского хозяйства поднимали во время недавней встречи Владимира Путина и Ради Хабирова в Уфе. Тогда глава государства сам спросил, как у нас обстоят дела в сельском хозяйстве и как бы нас не устрашала погода, судя по услышанному. Скажите, голодать-то мы не будем? У нас закончился очередной сельхозсезон. Он был с таким большим количеством сюрпризов, которые ранее у нас не было. Но, конечно, президент интересуется, насколько на столах наших людей, наших граждан будут продукты питания качественные. И сегодня мы можем констатировать, что Республика Башкортостан полностью обеспечивает свою независимость. То есть все, что мы производим на нашей территории, мы обеспечиваем свое население с хорошими продуктами питания. Но производство сельхозсырья – это только часть нашей работы. Соответственно, если есть сельхозсырье, будет переработка, будут продукты питания. Поэтому очень важно сложности текущего года, а это переувлажнение июль-август, когда у нас просто заливало дождями, мы смогли убрать весь тот урожай, который был в большей части, и заложить закрома, в запасы, корма, для того, чтобы в течение года производить продукты питания. Да, действительно, в этом году погода принесла нам немало неприятных сюрпризов, и такого года, испытывающего на прочность наших аграриев, я действительно не припомню, потому что у нас сначала была ранняя весна, потом холодная погода наступила, потом вообще у нас все дождями залило. Скажите, в таких условиях какие убытки понесли наши аграрии, как они исчисляются вообще в миллионах, в миллиардах, и смогут ли труженики полей рассчитывать на какую-то поддержку? У нас весенние полевые работы стоили чуть больше 20 миллиардов рублей. Мы сегодня видим, что прямые затраты или, скажем, прямые убытки наших аграриев около 3 миллиардов рублей. Из-за того, что произошло, мы объявили ЧС регионального уровня. Это дало возможность нашим аграриям получить страховые выплаты. Открытие текущего года для нас, это более 20% наших культур было застраховано. Ранее более 5-6%, не более 5-6% это было. Но у нас понятно, что это у нас первый административный механизм мы используем для того, чтобы получить субсидии, особенно по элитным, суперэлитным семенам, ты обязан застраховать все свои площади. И это сегодня в этом году сработало. Сработало у тех аграриев, которые застраховали, взяли полный пакет, застраховали от переувлажнений. В большей части, конечно, страховали от засухи, но мы рекомендуем и в будущем нашим аграриям страховать свои урожаи. Особенно по растениеводству, все-таки мы видим, что сюрпризы были, есть и будут в будущем. Погода непредсказуемая, да, с каждым годом становится? Это одна из больших проблем. У нас нет нормальных прогнозов, которые мы могли бы получить как на российском уровне, так и на мировом уровне. Мы сегодня в текущем году Российская Федерация получила все виды ЧС, которые есть, и переувлажнение, и засуха, и пыльные бури. Поэтому нас застало в текущем году это сильное переувлажнение, но при этом сентябрь и октябрь нам дали возможность убрать тот урожай, который стоял на полях. Как говорится, имеем то, что имеем. Вот в такой ситуации, что у нас с зерном, смогли ли мы собрать весь хлеб с полей нашей республики? Если говорим после весенне-полевых работ и начала вегетации, у нас на полях на корню стояло более 5 миллионов тонн зерновых культур или группы. По факту мы убрали 3,2 миллиона тонн. Большая часть, та, которая потеряли, она на земле осталась сегодня на проросте. Но при потреблении 2,2 миллиона тонн у нас миллион тонн – это то, что мы говорим лишнее, которое нам необходимо разместить и реализовать. А смог ли аграрий его реализовать и выйти на рентабельность? По рентабельности мы видим, что не все культуры в данный сезон дают плюс. Если заниматься, а наш аграрий этим занимается, высокими технологиями, выстраивать правильную защиту растения, правильную уборку, тогда можно получить хороший качественный урожай. 60% в этом году наши аграрии получили хороший, качественный урожай, несмотря на все сюрпризы или неблагополучный год по климату. Ильшат Ильдусович, вот уже который год у нас в республике также еще происходит бум по урожайности сахарной свеклы. Да, вот вы, как я помню, говорили, что производим мы там в 7 раз больше, чем потребляем. Да, но вот рекордный урожай, это же, на мой взгляд, тоже какая-то такая головная боль, потому что все это надо где-то хранить, где-то перерабатывать. Я понимаю, что у нас тоже напряженная ситуация сейчас с некоторыми сахарными заводами. Вот в данном направлении, как у нас обстоят дела, все ли сможем переработать? У нас ранее, конец 80-х, начало 90-х, было 4 сахарных завода.
Крыломанского у нас сегодня сахарных заводов вообще нету. Мелиузовский законсервированы группа компаний «Продемикс», и 2 сахарных завода Чишминский и Раевский сегодня работают, они модернизированы. Если ранее все 4 завода могли перерабатывать не более 8 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки, сегодня наши 2 завода могут перерабатывать около 12 тысяч тонн. За последние 3 года было вложено в эти заводы где-то около 2 миллиардов на каждый завод, поэтому суточная резка 2 заводов по 6 тысяч тонн сегодня мы имеем. А по выращиванию сахарной свеклы мы, скажем так, мечтали о 2 миллионах тонн, что ранее было. В этом году мы ожидаем 2,5 миллиона тонн, соответственно, сырья достаточно с переизбытком, и мы ожидаем, что оба завода будут работать до наступления тепла следующего года. Это мы ожидаем до апреля месяца следующего года. Нам важно, чтобы каждый завод каждый день работал без остановки, потому что остановка одного дня завода — это большие убытки, соответственно, мы не сможем переработать тот объем свеклы. Кроме того, мы сегодня уже возим часть свеклы в Ульяновский сахарный завод. Вот остальные, конечно, в ближайшем месте больше других заводов нет. Это хорошее доказательство для компании «Продемикс», которая законсервировал Мелиузовский сахарный завод в связи с тем, что отсутствует и не растет свекла на территории Республики Башкортостан. Мы доказали, что у нас сахарная свекла растет с переизбытком, и несмотря на сложности текущего года, аграрий готовит на следующий год такие же площади, как и в текущем году. Мы научились выращивать сахарную свеклу, причем есть 700, 800, 900 центнеров с гектара отдельные поля. И аграрии доказали, что иногда те, которые небольшие урожаи были, это не из-за работы аграриев, а из-за отсутствия или недостаточной влаги на нашей территории. Поэтому этот год показал, что любые культуры мы можем выращивать лучше, чем на югах. Поэтому сахара мы произведем 6-7 раз больше, чем наша республика потребляет. И еще вопрос. Я знаю, что вы любитель инноваций в сельском хозяйстве. Когда-то увеличили посевы рапса. Проблемную тему с пчелами тоже вроде как удалось решить. Потом увеличились у нас посевы подсолнечника, которые дают хорошую цену. И даже министра сельского хозяйства страны удалось удивить теперь уже нашими конопляными полями. Скажите, в планах на новый сезон есть ли какие-то новые идеи? Нам очень важно стратегически выстроить на многие годы вперед, ориентированные на как внутренние и внешние рынки, те культуры, которые будут востребованы потенциальными покупателями. Это очень важно, потому что мы могли бы ничего не менять и производить только зерно, но и по 8 рублей продать при себестоимости 9 рублей, это просто все наши предприятия давно бы уже обанкротились. Поэтому мы так называем направление высокомаржинальных культур, это рапс, это соя, это лен, это техническая конопля, которую мы уже культивируем на нашей территории. Это то, что дает не просто хорошую стоимость продукции, но эти культуры являются улучшателем, скажем так, плодородия наших почв. Особенно соя. В текущем году 19 тысяч гектаров, у нас уборка идет к завершению, около 30-38 тысяч тонн мы сои получаем. Это очень хорошая культура для земледелия, это раз. Второе, это был импорт, как правило, с Аргентины, из Бразилии, это для свиноводов и для птицеводов. Ну и, конечно, это размножение семян, которые мы в первую очередь, наверное, будем продавать. Цена от 50 до 80 тысяч рублей за 1 тонну. Это очень высокомаржинальная, хорошая культура для нашей территории. Мы 5 лет этим занимаемся, нашли те сорта, которые можно культивировать на нашей территории с нашим климатом. На неделе в ряде федеральных СМИ прозвучала такая довольно тревожная новость. Писали о том, что российские компании предупредили о сокращении производства сливочного масла и росте цен. Компании в России сокращают производство из-за дефицита сырья. Скажите, грозит ли это нашей республике? Стоит ли переживать потребителям? Мы не ожидаем каких-либо проблем опустошения полки со сливочным маслом и другой молочной продукции. В первую очередь наши молочные заводы загружены не более чем 60%. То есть мощностей у нас вполне достаточно для, я бы даже сказал, переизбыточно для нашего внутреннего потребления. Это раз.
Второе, значит, сливочное масло производит каждый молочный завод, они производят ее по потребности по рынку. Если будет потребность в сливочном масле, наше предприятие увеличит ее. Поэтому каких-либо проблем с молоком и молочной продукцией мы не видим. Но надо учитывать то, что стоимость сырого молока, если относительно сравнивать с другими регионами, она у нас всегда низкая. Потому что мы молока производим достаточно, с переизбытком, то, что потребляют наши молзаводы. Поэтому здесь мы каких-либо проблем не видим. Посмотрим хронологию, то у нас проблемы со столовым яйцом, то у нас проблемы с гречкой, то еще что-то, то с сахаром. Поэтому это все регулируется рынком. Потребность появляется, рынок насыщается, наши производители готовы закрывать любую брешь, которая может появиться на рынке. Ильшат Ильдусович, ну и на следующей неделе труженики полей Башкортостана отмечают свой профессиональный праздник, День работника сельского хозяйства. В связи с этой предстоящей датой, что бы вы хотели сказать своим коллегам? Самое главное, тем, кто трудится на селе, кто сидит за рулем трактора, значит, кто ходит с беспилотниками, кто управляет, и специалистов, низкий им поклон за то, что в этих невыносимых экономических, санкционных, климатических условиях сегодня производят на очень хорошем уровне сельхозпродукцию. Хотел бы поблагодарить нашу пищевую промышленность, которая из этого сырья производит настоящие, экологически чистые, натуральные продукты питания. И если сегодня просто выйти в любой магазин продуктовый, открыть свой холодильник, там так много хорошей продукции, поэтому им за это большое спасибо. Несмотря на все сложности, наши аграрии выполняют поставленные перед ними задачи, и мы за это их только благодарим. А мы, в свою очередь, благодарим вас, Ильшат Ильдусович, за вашу работу, за то, что смогли найти время встретиться с нами и ответить на наши вопросы. Спасибо.